И в САС посылали. А что вы посылали? Надо поздравлять друг друга. Я имею в виду, на 8 марта тоже мама сошла. Не, ну видишь, Дорогие сестрички, мы будем начинать семинар. Я вот такую пачку от нас получила, вот этих вопросов. И их можно систематизировать, возможно, я потом вечером еще, потому что некогда сейчас. Я так переглянула все вопросы. Значит, что больше всего там вопросов? Организация, с чего начинать? Я хочу спросить у вас, кто у нас в прошлый раз слушал тему, как начинать работать в отделе? Поднимите руки. Раз, два, три, четыре, пять. Да. Вот это была тема в прошлый раз, мы учили. Тогда все люди, которые были на семинаре, они очень хорошо знали, что надо делать, чтобы начинать работать. Поэтому то, что я не могу провести такой же, потому что это был очень большой семинар. И вот этот семинар, который учил нас, с чего начинать нужно, он длился целый день. И с этого начинать опять и делать то же самое должен тот, кто был на этом семинаре, получил эти материалы и должен передать. Но что я могу сделать? Первый вопрос этот удовлетворить нужно, потому что если этого мы не знаем, тогда у нас не пойдет работа дальше. Что бы я дальше ни говорила, оно делается благодаря тому, что вы знаете, как построена работа, как уже идет. Те, кто знают этот материал, будут помогать мне. Те, кто не знают, будут записывать срочно. Записывать. И это будет первая тема нашего семинара, первая часть. Называется «Организация работы отдела». Организация работы отдела. Вот если мы будем знать это, тогда мы дальше уже пойдем на базе этого материала. Организация работы отдела. Дальше еще будут вопросы. Это большими буквами, посерединке пишите. Организация работы отдела. Подчеркните. А потом пишите первую тему этого раздела большого. 7 шагов в организации отдела. 7 шагов в организации отдела. То есть нужно фактически организовать. Вот некоторые здесь есть листочки, вопросы. У нас никогда не работал ни один, ни второй отдел церкви. Сегодня человек приехал сюда, он никогда не видел, как работает отдел. У них никогда не было этого дела. И нужно этому человеку начинать именно с этого. Кто уже организовал, возможно, не слыша того материала, который был уже дан, они организовали и чувствуют, по вопросам чувствуют, что неправильно организована работа отдела, потому и эти вопросы возникли. Поэтому я повторяю тот материал, который мы уже говорили 2 года назад. 7 шагов создания отдела. И дальше мероприятия, которые способствуют хорошим... Это уже 2-я тема будет. Это дальше. А сейчас 7 шагов. Итак, первый шаг в организации. Вообще общее понятие. Напишите. Любой отдел, это первый пункт. Любой отдел церкви, миссионерский отдел. Любой отдел церкви, миссионерский отдел. Вот это отсюда надо шагать. И оттуда у нас идут идеи, как организовать. Потому что у нас есть большая цель, светится она впереди. И мы идем разными путями, как только можем, к этой цели большой. И если мы ставим, например, организация женского отдела, и начинаем, как вот здесь у меня в записках написано, а какие мероприятия с женщинами? А им скучно.
они чувствуют себя брошенными, а там печальные, а там в депрессии. Я знаю, что миссионерская цель отдела не осуществляется. Потому мы и думаем, как же этих сестричек бедных развлекать. И мы начинаем создавать разные шоу, разные придумки, что бы еще сделать. И что бы еще сделать, но нашей фантазии не хватает. Что бы еще сделать? А основная наша цель, которая никогда не ослабевает и не дает человеку ни попасть в депрессию, ни чувствовать одиночество. Это какая цель? Миссионерская. И поэтому или это субботняя школа, или это какой-нибудь там отдел мужской клуб, или женский отдел, или молодежный, или детский. Любой отдел возьмите, оно имеет первую и очень важную цель, миссионерскую. И, соответственно, те два отдела, о которых мы сейчас будем говорить, они тоже имеют миссионерскую цель. А вот теперь как же эти 7 шагов сделать, чтобы начинать делать миссионерскую работу? Первый шаг – избрание руководителя. Первый шаг – избрание руководителя. Избрание руководителя. Если это женский отдел, то, конечно, естественно, может руководить отделом женщина. Но я знаю, что у нас руководителем женского отдела одного из африканских дивизионов есть проповедник. Да, мужчина, руководитель женского отдела. И все очень довольны. Я даже подумала, да. И вот, значит, не могут только быть обязательно женщины. Вперед, руководителями женского отдела. Если идет речь о семейном отделе, лучше всего, если руководит пара, семейная пара. Потому что есть вопросы в семье и мужского характера, и женского. Поэтому организация мужского клуба может исходить от руководителя семейного отдела мужа. Если жена руководитель семейного отдела, у нее есть муж, который ей помогает, он может стать директором клуба мужского и работать по распространению вот этой миссионерской организации, мужского клуба. Если он руководит семейным отделом, то это не мешает ему быть организатором мужского клуба. Но я знаю, что женщина-руководитель, она всегда старается ближе быть к женскому отделу. Она всегда знает больше проблем женщин. Но никто никогда не поднимает мужских проблем. А у нас нет отцов, а у нас нет мужей настоящих, хороших, положительных. Как с ними быть, что делать? Вот тут помогает нам организация парой, когда есть муж и жена. И тогда они называются руководители семейного отдела, парой. Но если нет такой пары, тогда поручаете, кому поручили. Вы все приехали, руководители семейного отдела. Кого выбрали, тех мы принимаем. Но, допустим, первый шаг сделан. Руководителей выбрали. Они даже на семинар приехали. А дальше пишут записки. Мы не знаем, что дальше делать. А у нас еще 6 шагов впереди, которые вы должны сделать там, у себя в церкви. Второй шаг. Еще не думая о том, кто вам будет помогать, вот этот избранный руководитель должен сесть вместе с секретарем церкви и подумать, какой состав они имеют, с кем дело имеют, с кем они будут работать, что за церковь, какой состав. То есть, если это женский отдел, то какие могут быть у нас интересы к составу церкви? Возраст, какие по возрастам, сколько у нас есть каких. Пожилые и маленькие, молоденькие девушки. У каждой из них будут свои проблемы, да? Это если еще какие могут быть. Женские, чисто женские проблемы. Это какие? Это климакс. Это может быть одиночество, это вот это чувство заброшенности и другие. То есть заранее мы уже знаем, что такие люди у нас есть. Почему нам нужно это знать? Если мы знаем состав церкви, мы будем знать нужду этой церкви. А если это семейный отдел, то что нужно делать двум руководителям, которые уже есть? Муж и жена. Ну, если есть только жена или муж, это уж ваши там проблемы. Сколько вас, 1 или 2? Какие там должны исследования состава церкви? В чем? Да. Значит, полные или разделенные семьи. То есть сколько у нас неверующими супругами есть пар. Сколько полноценных пар, которые приходят в церковь.
А у этих пар еще проблемы какие? Дети маленькие, дети средненькие, дети-подростки, дети взрослые, которые учатся, и еще дети женатые, у которых свои маленькие дети. А эти люди уже у нас бабушки, дедушки. Они тоже какое-то влияние оказывают на семью. Это проблемы. Поэтому нам нужно знать, если у нас очень много семей, у которых есть подростковый возраст детей, у нас же, естественно, в этой церкви будут проблемы на эту тему. Можно их как-то профилактически предвидеть. Но вы одним своим умом, одной головой эти проблемы не решите. Поэтому, когда руководитель приступает к организации отдела, он обязательно делает второй шаг. Он вместе с секретарем, потому что вам надо списки, с секретарем исследуете возрастные критерии, с детьми, без детей, что там происходит, верующие, неверующие и так дальше. Эти все люди только, не проблемы, а люди. Сколько, кого, чего и почем. Все это вы выписываете. Дальше. Третий шаг. После этого делается третий шаг. Избрание комитета, совета отдела. Или комитета отдела. Избрание комитета отдела. Может быть комитет семейного отдела или комитет женского, так как у нас идет параллельно эти два отдела. Итак, избрание комитета отдела, семейного или женского. Из чего избирается комитет? То есть помощники ваши. Не работайте в одиночку. Избрали руководителя, он сидит, чешет затылок. Что ж ему делать? Откуда брать идеи? И, естественно, оставленность такая. Никто меня не поддерживает, никто меня не слушает. Ничего я не умею. Руки опускаются. А чего такое? А потому что первый шаг сделан, второй неизвестен, и больше ничего не делается. И выполнив первый шаг, избрание руководителя, мы его погружаем в полную тьму. И он пишет вот такие горестные записки, как вот здесь. Никто меня не поддерживает, я не знаю, что делать, с чего начинать. Все равнодушные, инертные, это пугает. А почему? Потому что не сделан третий шаг. А третий шаг – избрание комитета. В зависимости от того, какая церковь и количество членов комитета меняется. И если это, например, 100 человек в церкви, то комитет семейного отдела может состоять максимум даже из 15 человек. У нас была церковь 70 человек, у них 15 человек семейного отдела было. Можно делать меньше, это уже от вас зависит. Можно делать 5, 7. Дело в том, что откуда брать этих людей? Но вы уже знаете состав церкви, знаете, сколько чего у вас. И привлекаете из тех слоев, которые у вас наиболее такие чувствительные, вы этих людей привлекаете. Из молодых семей одного представителя, от бабушек одного представителя пригласили, от молодежи одного, от людей, у которых уже взрослые дети, один неверующий муж, там, допустим, одна женщина, она более активная такая, берите ее в комитет, потому что она будет знать те проблемы, которые, может быть, вас не касаются, потому что у вас верующий муж. А она точно знает, какие проблемы будут. Она эти проблемы переживает. Она знает всех других, узнает даже в комитете. Людей, у которых тоже неверующие супруги. То есть избрание комитета зависит от состава церкви. Какой беды больше и какие возраста. Может, одиноких женщин у нас 80% в церкви. Может быть такое? Вполне. Значит, у нас проблемы-то какие будут. Вам семейным отделом нужно работать вместе с женским отделом, составлять общие программы. Все это работать дружно. Итак, третий пункт – это избрание комитета. В зависимости от состава, который вы выяснили. Четвертый шаг. Четвертый шаг. Список проблем. Список проблем. Если вы избрали комитет, и у вас в комитете люди из всех слоев населения вашего, то, естественно, вы собрались вместе, пусть вас 15 человек или 3 человека, это не имеет значения. Эти 3 человека или эти 5 человек, они из этих слоев, и они прекрасно знают эти проблемы. Бабушки знают свои проблемы, молодые семьи свои проблемы, молодежь свои проблемы.
А это все проблемы семейного отдела. Потому что семейный отдел объединяет всех, там же члены семьи. Если она не замужем, так она ж дочь. Если она не дочь, то она сестра, а это члены семьи. Поэтому семейный отдел касается всех. Женский касается только женской половины общины. Итак, список проблем. Когда комитет собирается, они пишут общий список, кому чего в голову придет. Каждый от своей группы людей. Они пишут, вот такие проблемы, такие проблемы. Пастора приглашаете. Пастор уже всех посетил и знает прекрасно, какие проблемы у нас в церкви есть. Какие дети везде, кому надо больше чего-то там, советов дать, какие семинары организовать. Потому что дети не умеют в собрании сидеть, мы не знаем, что с ними делать. Вот и будем думать, что вместе делать. Это не один руководитель семейного отдела думает, а целый комитет. Итак, написали мы. Как это делается? Выявляются проблемы двух направлений. Есть, которые проблемы существующие и предположительные. Существующие, которые мы уже видим сейчас, и члены комитета это изложили. А предположительные это те, которые могут обязательно прийти, если мы не начнем сегодня и делать им профилактику. Вот эти предположительные проблемы тоже надо написать, что у нас могут вот такие проблемы. Вот, например, у нас в семейном отделе в Киеве сейчас пришла проблема, которую надо было решать лет 10 назад. И хорошо бы она решилась, может быть. А сейчас мы на скорую руку давай скорее вот это вот решать. Семейный отдел должен взять под свое, ведение вместе с пастором. И у нас есть такой отдел по управлению ресурсом, отдел завещания. Есть такой, да? Оно идет вместе с управлением ресурсом. И когда у нас пришло много людей в церковь, там много было одиноких женщин, которые не имели родственников. Нам надо было выявить эту проблему. Да, и если бы мы выявили, у которых были свои квартиры, и вот они 10 лет в церкви пробыли, а им от крещения им принимали по 80 лет, и они потихоньку начали умирать. И с этими квартирами что? Да, они медленно переходили в руки наркоманов, пьяниц, государства, куда хотите. А если бы мы поставили в семейном отделе проблему завещаний, и семейный отдел активно с пасторским управлением ресурсов пошел в церковь и начали говорить проповеди на эти темы, как сестра Вась серьезно говорит об этом, что наши квартиры, если мы получили благословение от Бога, приняв его спасение, куда они должны идти? И если это проводим мы как направление вот этого, если много пожилых женщин, которые имеют квартиры, сестра Вась даже больше говорит, они не должны идти пьяным внукам. То есть бабушка имеет внуков, она оставляет внукам. И они притон там делают в этой квартире. Так вот этой бабушке не один раз, надо минимум 10 раз говорить. Мягко, нежно, читая то, что говорит Библия. Учить ее, как принимаются советы духа пророчества, куда должна идти эта квартира. И знаете, сколько квартир мы потеряли таким образом? Вот где-то около 30 квартир в Киеве. И только подхватив в последнее время по семейному отделу, что у нас такая проблема, мы выловили из этой массы 2 квартиры. И с удовольствием бабушки отдали эти квартиры церкви, там пастор. Одной живет, другой, вот сейчас она только умерла, и теперь оформляются документы на эту квартиру. Так это же можно было все сделать так. Если мы обучаем этому, а если мы это не делаем, списка проблем тогда не было 10 лет назад. Еще так хорошо не работал семейный отдел, не знал, таким умным не был. Ну вот. А теперь мы знаем, что вот списки проблем. То есть выявление проблем существующих, но и предположительных. Какая проблема может случиться? Это мы написали большой список проблем. Так, написали. Теперь 5-й шаг делаем. Дальше. Выявление приоритетов в проблемах. Выявление приоритетов в проблемах. Итак, список проблем, даже пусть если будет 200 мы напишем. Большая церковь, 200 проблем. Мы же не решим их сразу. И если мы будем решать по списку, как мы писали, мы ни к чему не придем, потому что там есть проблемы, которые одна вытекает из другой.
Например, не проводится добрачное консультирование молодежи. Соответственно, из этого вышли проблемы. Подростки уходят в мир, в записках это полно. Дети после 13 лет уходят из церкви. Дальше идет, верующие выходят замуж или женятся на неверующих. Откуда это пришла проблема? Из той первой. Так вот, если мы написали вот эти проблемы и начинаем думать, как обучать родителей, чтобы детей привлечь как-то, что-то, и начинаем нажимать на молодежный отдел, вы там чего-нибудь организуете. А в руках семейного отдела как раз есть те темы, которые интересуют молодежь нашу 13-летнюю, и они туда идут решать их, потому что в церкви это не решается. Мы не проводим таких семинаров для подростков, в которых они нуждаются. Мы даже их проблем не знаем. А почему бы не прийти семейному руководителю на встречу с подростками, не поговорить с ними, чего они хотят? Уже начиная после 10 лет мы начинаем беседовать с ними. С чего бы вы хотели, какие вас вопросы интересуют? Или лидер этой группы, а для того, чтобы был лидер, надо создать отдел. Этот лидер приходит в семейный отдел на наш комитет и говорит: а вы знаете, а наша молодежь вот эти вопросы задает, а это семейные вопросы, а они говорят о дружбе, они спрашивают о семье, а им по 13 лет, а как я им объясню это? Семейный руководитель идет и начинает организовывать вот эти вот встречи с подростками, когда у них открываются глаза, и они видят, что они здесь получают больше ответов, чем там. И они лучшие получают ответы. И мы выигрываем, потому что мы сохраняем подростка в центре. Так вот, если мы не выявим приоритеты, то есть не сделаем пятый шаг, мы можем не решить проблему. Приоритетная проблема – это самая важная и самая срочная проблема. Важная и срочная. Вот сейчас бы надо было иметь фломастер, чтобы нарисовать схему, как есть у тебя. Давай. Фломастером сейчас я нарисую вам схему, как решить. Проблема названа, срочная она важная или срочная и важная? Какая она одновременно? Она может быть и такая, и такая. Есть приоритеты, которые вообще называются базовыми. Приоритеты. То есть проблемы приоритетные, базовые. Вот, например, дети плохо сидят в собрании. Вот плохо, они бегают, шумят. Базовая проблема. Не создали ничего для занятия детей во время проповеди. А что делают, как решают проблему? Ругают родителей. Так? Ругают пастора. Бабушки недовольны. Все кипит и свистит. Но проблема решается? Нет, потому что базовая проблема не названа, не найдена. Она решается очень просто. Надо организовать женским отделом, это больше женский отдел, что-нибудь такое для детей, чтобы они сидели и занимались все время во время проповеди. Раздали, позанимались, собрали и спрятали. Вместе с детским отделом посоветовали, сделали тихую книгу, или какие-то раскраски, или еще что-то для каждого ребенка. У нас тут тоже это создали. Именные мешочки такие для каждого ребенка. Пришел, вручили тебе, там и задания бывает, сделают детский отдел на проповедь. Задания для детей. Они открывают это и начинают там искать, какое, в чем у них задание. Спасибо большое. Итак, как определить проблему? Какая она? Базовая проблема называется и важной, и срочной. Вот линия одна, которая будет, например, важная. Важность проблемы. Чем она выше определяется, тем она важнее, эта проблема. И вторая линия, которая называется линия срочность. Срочность. И вот у нас могут быть деления. Разделим эти линии. Если у нас в клеточку листочек, то можно и сделать так. Можно их разделить на эти пунктики такие. Вот как оно получается.
А если у вас в клеточку, то вы уже видите, как линия идет. И вот мы выделяем проблему. Допустим, проблема у нас, мы определяем какая-то проблема. Молодежь, например, ну, не очень духовная. Как вы пишете там, наша молодежь не духовная. Это проблема? Вы определили эту проблему. И она довольно срочная, и важная эта проблема. Но базовая? Базовая она? Нет. А почему не базовая? Потому что не найдена причина, почему молодежь не духовная. Она касается семейного отдела. Если это девочки, касается женского отдела. Всех отделов это касается, потому что если мы теряем молодежь, все волнуются. Так вот, мы определяем, важная эта проблема, важная, срочно мы ее решим, молодежь не духовная. Нет, значит она очень важная, но не очень срочная. Мы ее определяем где-то в этом месте. Очень важно. У нас где-то потеряна базовая, мы не знаем. Но эта проблема очень важная. По срочности мы ее определили вот здесь. Но почему срочно нельзя ее решить? Потому что она не базовая. Духовность поднимется, когда мы что-то еще сделаем. Значит, следующий момент. Мы определили, что у нас не проводится добрачное консультирование. Вот, это уже вопрос. Не проводится добрачное консультирование. Значит, что это такое? Это важно? Важно. У нас очень важно. Мы на высоту ее ставим. Надо организовать это срочно? Надо. Значит, мы ее переносим по срочности в последнюю стадию. Значит, она у нас где-то вот тут получается. Вот это базовая проблема. Это базовая. И теперь мы начинаем ее решать. Организовываем добрачное консультирование на молодежь. Это уже другой вопрос. Но мы определили, вот это базовое. От этого зависит, от того, что неправильно создана работа с молодежью, не семейный, ни женский с девочками не работает. То есть у нас никакой работы не делается. У нас только проблема выяснилась, что молодежь уходит в мир. Подростки уходят, не слушают родителей. Проблема есть, но это не базовая, нет занятий. И начинаем ее тогда решать. Итак, каждая проблема из тех 200, которые мы с вами нашли, определяется, какая она, важная, срочная или базовая. Понятно? Вот. И теперь это мы сделали только 5-й шаг. И вы знаете, у нас такой список появился, огромный список. Что это базовое, мы повыписывали. Что дальше? Выявление приоритетов, это значит составить новый список. А теперь номер 1 ставятся какие проблемы? Базовые. Базовые проблемы ставятся номером 1. Хорошо. Выявляем эти проблемы, ставим новый список, все нормально. Делаем теперь 6-й шаг.